Здравствуйте! Рада приветствовать вас в проекте «Онлайн-среда». Меня зовут Катерина Сергеева, и сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно. ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих. Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО. 5 посылок с самодельными бомбами, замаскированными под парфюмерные наборы, нашли во время досмотра почтовых отправлений в аэропорту Челябинска. Бомбы должны были сработать при вскрытии упаковки. Отправителя задержали в Первоуральске. Это гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами. Он разослал посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. После выполнения задания украинские спецслужбы связь с ним прекратили, а вознаграждение не выплатили. Кроме того, в прошлом году задержанный по заданию куратора собирал информацию о российских военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга. При осмотре схронов в Челябинске обнаружили еще один тайник, из которого изъяли 4 таких же взрывных устройства. Эти бомбы предназначались военным, которые живут в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств». Рассматривается вопрос о применении статьи о покушении на теракт. Ведется розыск тех, кто изготовил взрывные устройства и заложил их в тайник. ФСБ призвали россиян быть бдительными и избегать получения посылок от неизвестных отправителей. Правительство утвердило программу бесплатного переобучения граждан в рамках нового национального проекта «Кадры». Программа бесплатного переобучения и дополнительного профессионального образования гражданам по наиболее востребованным на рынке труда направлениям будет продолжена в рамках нового национального проекта «Кадры». Постановление, утверждающее обновленное положение реализации этой программы, подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В программе сохранены категории граждан, имеющих право на бесплатное переобучение. В их числе люди с инвалидностью, мужчины и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельной категории молодых людей до 35 лет, ветераны специальной военной операции и члены их семей, а также граждане, ищущие работу, безработные или находящиеся под риском увольнения. Ознакомиться с направлениями программы обучения и подать заявку можно на портале «Работа России». После подачи заявки необходимо пройти профориентацию в Центре занятости, чтобы специалисты помогли подобрать программу с учетом стартовых навыков и карьерных целей соискателя. Бесплатное обучение организует Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Томский государственный университет, а также Всероссийский научно-исследовательский институт труда. До 2025 года программа бесплатного переобучения и дополнительного профессионального образования граждан реализовывалась в рамках национального проекта «Демография». Новая выплата для ополченцев Донбасса. Ополченцы, получившие инвалидность при обороне Донбасса с 11 мая 2014 года, получат единовременные выплаты. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Выплата составит более 6 миллионов рублей инвалидам первой группы, около 5 миллионов 300 тысяч рублей инвалидам второй группы и около 4,5 миллионов рублей инвалидам третьей группы. Новая мера поддержки полагается военнослужащим, служащим народной милиции, а также других формирований ДНР и ЛНР. Порядок назначения выплаты определит правительство. Если человек уже получил страховку или единовременное пособие по другим федеральным законам, сумма будет пересчитана с учетом уже выплаченных средств. Кабинет министров поддержал увеличение штрафов за перевозку детей без детских кресел. Законопроект предусматривает увеличение штрафа для водителей с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц с 25 до 50 тысяч рублей, для юрлиц со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Пояснительную записку к законопроекту следует дополнить информацией, обосновывающей выбор проектируемого размера административного штрафа. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания, говорится в отзыве Кабмина. Там отметили,
установили, что в период с 2020 года до 2024 года число ДТП, при расследовании которых были выявлены нарушения при перевозке детей, выросли с 918 до 959, что свидетельствует о недостаточности установленных мер административной ответственности. Согласно действующим правилам, детей до 7 лет необходимо перевозить только в автолюльке или детском кресле соответствующей комплектации ребенка. Детей в возрасте с 7 до 11 лет можно перевозить без детского кресла, но только на заднем сидении с использованием ремня безопасности, на переднем в детском кресле или бустере. Пассажиров до 12 лет запрещено перевозить на заднем сидении мотоцикла. На детей с 12 лет распространяются взрослые правила перевозки на переднем или заднем сидении с использованием ремня безопасности. Минздрав изменит перечень показаний для аборта. Минздрав планирует изменить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, так как достижения современной медицины позволяют расширить возможность для сохранения здоровья женщины и плода. Проект актуализирует действующий приказ об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности Минздравсоцразвития России, который был утвержден в 2007 году. Соответствующий проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Как пояснили в пресс-службе, сейчас значительно расширились возможности для сохранения здоровья беременной женщины и вынашивания плода благодаря достижениям медицины в стране. Среди прочего, произошла актуализация клинических рекомендаций, разрабатываемых профильными врачебными экспертными сообществами. Появилась новая прогрессивные методики диагностики, эффективное лечение и профилактика заболеваний. В проекте приказа уточняются заболевания и состояния, при которых необходимо прерывание беременности из-за угрозы жизни матери. Отмечается, что там также скорректированы критерии тяжести состояния. Акцент сделан на более тяжелые медицинские противопоказания к продолжению развития беременности, наличие устойчивых, постоянных и некупируемых нарушений функций органов и систем при поражении жизненно важных органов, резистентности к любым видам проводимой терапии. Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина пояснила, что современное развитие медицинских технологий и совершенствование методик диагностики и лечения позволяет вынашивать беременность и родить здорового ребенка при наличии у беременной женщины различных заболеваний. Для ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний проектом уточнены стадии и тяжесть заболевания, при которых показано прерывание беременности в связи с высоким риском для жизни матери, уточнила специалист. Так, к примеру, при некоторых онкологических заболеваниях унифицированы подходы к ведению беременных пациенток и назначению противоопухолевой терапии, что на сегодняшний день позволяет выносить и родить здорового ребенка. Также при сердечно-сосудистых заболеваниях показаниями к прерыванию беременности теперь являются преимущественно тяжелые патологии, угрожающие жизни женщины, а также отсутствие эффекта от терапии. Россиян будут штрафовать за использование запрещенных стикеров в Telegram. Если пользователь отправит запрещенные стикеры в личном чате, в группе, в комментариях или на канале, это могут приравнять к распространению экстремистских материалов. За нарушение предусмотрены как административные наказания, штраф в размере до 3000 рублей или арест на 15 суток, так и уголовная ответственность, лишение свободы на срок до 5 лет. 12 марта 2025 года Зуевский районный суд Кировской области признал запрещенными 2 набора стикеров Telegram, так как они содержали изображения нацистской символики и атрибутики. Позже стало известно, что под запрет в 2025 году попали 33 набора стикеров. В Госдуме надеются, что Telegram просто удалит запрещенные стикеры или хотя бы ограничит их для пользователей из Российской Федерации. В противном случае в мессенджер также могут оштрафовать за распространение запрещенных материалов. Блокировка мессенджеру, скорее всего, не светит. Власти не говорят, как именно будет отслеживаться использование тех или иных стикеров в Telegram. Вероятно, гражданина можно оштрафовать только в случае, если на нарушителя пожалуются другие пользователи. Охота на ведьм. Закон о запрете рекламы эзотерики обернется для магов уголовными делами. Накануне председатель Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина акцентировала внимание на том, что многие из магических практик, включая астрологию, энергетическое лечение и гадание, вводят людей в заблуждение и могут быть использованы для мошенничества. В этом контексте юрист Андрей Бендер подчеркнул, что отсутствие научного обоснования делает эти услуги потенциально опасными для потребителей. По словам Бендера, многие эзотерические
эзотерические практики, включая услуги тарологов, не имеют научного обоснования. Все, что в рамках науки, не подтверждено. Это домыслы. Лица, которые работают в данном направлении, высказывают свое личное мнение, а оно субъективное. У другого специалиста могут быть совершенно иные взгляды на ту же самую практику. Юрист обратил внимание, что этот факт делает правовую регламентацию таких услуг крайне сложной, а отсутствие стандартов оценки научных основ создает риски для потребителей, которые могут столкнуться с недобросовестными практиками. К тому же никакой ответственности за предоставленную информацию на сегодняшний день эти лица не несут. Принятие законопроекта может стать важным шагом к защите граждан от финансовых потерь. Если услуги будут предоставляться за деньги, то в рамках Уголовного кодекса это можно рассматривать как мошенничество. Все, что касается рамок гражданско-правового характера, однозначно в случае возникновения споров клиенты смогут требовать возмещения затрат. Кроме того, Андрей Бендер считает, что законопроект не нарушает свободу слова и предпринимательства, так как речь идет о запрете практик, которые не имеют норм и требований. А для предоставления обоснованного экспертного мнения организация должна иметь лицензию, юридическое лицо и платить налоги. По мнению эксперта, законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг может не только защитить граждан от финансовых потерь, но и способствовать более разумному подходу к выбору услуг и специалистов в России. Бендер привел пример, когда работодатели принимали решение о найме сотрудников на основании эзотерических практик. Ранее сообщалось, что спрос на эзотерические наборы в России в 2024 году вырос на 34%. Его средняя стоимость составила около 9,5 тысяч рублей, что на 10% дороже, чем в прошлом году. В Госдуме предложили ввести зарплаты для домохозяек. Законопроект о ежемесячных выплатах россиянам, занимающимся ведением домашнего хозяйства, представил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Размер выплаты предлагается установить на уровне прожиточного минимума для трудоспособного населения субъекта Российской Федерации. В случае принятия законопроекта право на выплаты получат женщины, постоянно проживающие в России вместе с членами семьи и занимающиеся исключительно домашним хозяйством. Под этим подразумевается ведение работы по дому, уход за детьми, пожилыми родителями или инвалидами, а также выполнение других бытовых обязанностей, таких как уборка, стирка или приготовление пищи. С учетом миграционной политики на сегодняшний день законопроектом устанавливается ограничение для тех, кто недавно приобрел гражданство России. Они смогут претендовать на выплату только после 5 лет проживания в России с даты получения гражданства. Также исключаются граждане, применяющие режим самозанятости, а право на выплаты будет предоставляться, если доход семьи не превышает двойного прожиточного минимума на трудоспособного человека в регионе. Согласно инициативе, выплаты назначаются сроком на 6 месяцев, после чего можно подать новое заявление, предоставив обновленные документы, подтверждающие право на получение помощи. Минздрав в Коми представит предложение по расширению площадей лечебного корпуса санатория «Северное сияние». Работу учреждения проинспектировал в Рио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн. Ранее он посетил детский оздоровительный лагерь «Черноморская зорька» в городе Анапа Краснодарского края, по развитию которого также был дан ряд поручений. Республиканский санаторий в городе Саки работает круглый год. Он предназначен для лечения и оздоровления взрослых и детей с 4-летнего возраста в сопровождении родителей. Удачное расположение на первой береговой линии Крымского полуострова, современная лечебная база позволяет проводить комплексный подход к лечению заболевания. В 2024 году в санатории получили лечение около 3500 жителей республики. В прошлом году в санатории произведен ремонт и замена мебели в большей части номерного фонда. Восстановлено футбольное поле, разрушенное после шторма в ноябре 2023 года. Оборудована спортивная площадка различными тренажерами, турниками и баскетбольная площадка с мягким резиновым покрытием. Проведен ремонт в лечебном корпусе, закуплена мягкая мебель, поставка ожидается в апреле. Модернизирован фитобар, проведена реконструкция зоны отдыха на первом этаже, детской площадки с мягким резиновым покрытием. Сейчас осуществляются работы по благоустройству пляжа и созданию зоны комфортного отдыха, в том числе для маломобильных групп населения. Также продолжается обустройство доступной среды для маломобильных граждан. Ростислав Гольдштейн отметил, что для повышения конкурентоспособности санатория необходимо расширить площади лечебного корпуса, продолжить ремонт спальных корпусов и модернизировать его инфраструктуру. Глава региона поручил Минздраву Коми рассмотреть проекты повторного использования для строительства новых объектов на территории санатория, продумать варианты и сроки проведения ремонтов имеющихся корпусов.
В Инте репродуктивная диспансеризация помогла 6 семейным парам обрести родительское счастье. В 2024 году в Интинской ЦРБ диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли 507 человек. По результатам обследования 61% женщин и 69% мужчин не имеют заболеваний, которые могут повлиять негативно на зачатие, беременность и роды. У 39% женщин и 31% мужчин выявлены заболевания репродуктивной системы, которые успешно пролечены. У 6 обследованных пар наступила беременность. Для небольшого города это замечательный результат, отмечают в Минздраве. Исследование репродуктивного здоровья проводится бесплатно. Записаться для прохождения диспансеризации репродуктивного здоровья у женщин можно у гинеколога по месту прикрепления. Повышение рождаемости является приоритетной общенациональной задачей для России. 1 января 2024 года для женщин и мужчин репродуктивного возраста предусмотрена диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья. Диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста 18-49 лет проводится для выявления у граждан признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность, роды и послеродовой период. А сейчас мы ответим на самые интересные вопросы, которые задавали интинцы на этой неделе. Какие услуги оказывает Интинская станция по борьбе с болезнями животных? На сегодняшний день в Интинском отделе ГБУ РК Управления ветеринарии мы оказываем такие услуги, как операции, это наиболее популярные: кастрация, стерилизация кошек и собак. Примерная стоимость зависит от веса животного. У нас идет прейскурант разделения цен до 10 кг, 10-25 и свыше 25. Отсюда и идет примерная стоимость где-то, например, собаки до 10 килограмм от 4000 без расходного материала, и плюс там где-то 1000 еще идет расходный материал. Кошки чуть подешевле, от 4, наверное, до 4500. На сегодняшний день УЗИ у нас нету. Нужна и более новая модель УЗИ, чем та, которая у нас была прежде. И также из нового у нас есть ультразвуковая чистка зубов для собак и кошек. То есть специальный скалер, и это все происходит под наркозом. К сожалению, на данный момент анализы крови и мочи у нас нет анализатора, но это можно сделать у частных ветврачей, и с результатами анализов вы можете прийти к нам для консультации. Как будут организованы весенние каникулы для школьников? 21 марта последний учебный день третьей четверти. Из понедельника, с 24 начинаются каникулы, столь долгожданные всеми детьми. На весенних каникулах в нашем городе будут работать детские площадки. Они будут работать в каждой школе, в каждом здании. Например, 8-я школа открывает 3 детских площадки, а в остальных образовательных организациях по одной. Более 300 детей смогут стать участниками этой деятельности. Площадка – это не только режимные моменты, это и организация интересных, внеурочных, внеклассных мероприятий, в которых нам всегда помогают учреждения культуры и спорта, музей, библиотека, спортивные школы, музыкальная школа. Мы с удовольствием принимаем приглашения и посещаем мероприятия, которые для нас готовятся. Площадка работает обычно с половины 9 до 3 часов. Туда входит в расписание работы двухразовое питание и, соответственно, организация досуга. В нашем городе ежегодно издается постановление, которое определяет, во-первых, стоимость площадки, во-вторых, круг лиц, для которых предоставляются определенные льготы. В настоящее время абсолютно бесплатной площадки будут для следующих категорий детей. Это дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, это дети из семей, которые раньше назывались такие семьи малообеспеченными, а сейчас новое понятие введено – получатели государственных социальных пособий. Для детей из семей участников специальной военной операции площадки тоже будут бесплатными. У нас есть еще категория семей, которые являются многодетными. Для этих семей тоже будет действовать льгота. В принципе, более 40% участников площадки – это дети из разных категорий льготников. В целом, площадка будет обходиться родителям в пределах 2000 рублей.
они платят исключительно за питание. Но нужно сказать, что для каждого маленького интинца уже изначально муниципалитет закладывает 50% льготу. То есть те, кто идет за родительский взнос, они платят не полную стоимость площадки, а ее половину. Площадки работают у нас на каникулах, на зимних, на весенних и на осенних в течение недели, потому что каникулы у нас небольшие. В летний период, конечно, площадка длится дольше. Это 21 день. Приглашаем всех родителей заинтересованных записать своих детей на площадку. С прошлого года у нас тоже есть изменения по записи. Запись на площадку сейчас проводится через портал госуслуги, через единые порталы предоставления государственных услуг. Для того, чтобы записаться на площадку, нужно найти определенный раздел. И, в принципе, все документы, которыми обладают родители, уже в госуслугах подтверждены. Поэтому пакет документов не такой большой. Статус семьи получателей государственных социальных пособий или многодетных семей подтверждать будет сама школа, потому что у нас есть реестры, которыми мы обмениваемся с нашим Центром социальной защиты населения, поэтому пакет документов, в принципе, становится все меньше. Ждем всех на площадках. Смогут ли несовершеннолетние трудоустроиться в этом году? У нас ежегодно в Центре внешкольной работы организуется летнее трудоустройство подростков от 14 до 17 лет. И дети у нас сами приходят, когда я размещаю объявления, приносят документы. Документы каждый год примерно одни и те же. И сейчас у нас уже набор открылся месяц назад. На год выделяется, вернее, на летний период у нас выделяется 125 мест для трудоустроенных и для лагеря труда и отдыха 100 мест. В данный момент времени 50 мест уже занято. У нас остались места на июль, на август. И все, кто хочет, приходят. Я принимаю сама с часу до 4, вернее, с 13 до 16. Можно обратиться по телефону 608-26. Пакет документов – это обычно копии паспорта, ИНН, СНИЛС. Обязательно надо взять справку о том, что ребенок является учащимся нашего образовательного учреждения, нашего города. Потом медицинскую справку и справку обязательно об отсутствии судимости. И, конечно, надо взять свои реквизиты, куда перечислять заработную плату. Потому что дети у нас получают по окончании своего месяца работы или 3 недель работы получают заработную плату. Возраст детей от 14 до 17 лет. То есть как только ребенку исполняется 14 лет, он может к нам приходить и работать. Куда обращаться в случае обнаружения бездомных собак? Если житель обнаружит нечипированных бездомных собак, необходимо сообщить подрядчику по телефону 8 912 107 08 09 Андрей Мирославович. Это позволит ускорить решение проблемы. Если вы встретите собак, которые ведут себя агрессивно, пожалуйста, звоните в полицию по телефонам 102 или 112. Сотрудники вправе применять оружие в населенных пунктах, когда есть угроза жизни и здоровью жителей. Вот и подошел к концу выпуск проекта «Онлайн-среда». Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч!